Добрый день, дорогие коллеги. Сейчас давайте сядем так, как нам удобно. Стульчики у нас по 3 соединены те, а вот эти нас не занимают одиночки. Можно использовать все стульчики. Как вам удобно. Можно за столом, можно за столом, можно не за столом, как вам удобно. Вы будете писать? Можно, вы будете писать, может вам что-то надо пофиксировать, может быть, что-то писать. Смотреть, стол еще туда поставить. Давайте этот стол туда есть. Так, чтобы нам было удобно. В серединку нам вот такая и не закроется. Еще туда надо, да? Еще туда надо. Нам хватит. Давайте еще подвинем, пожалуйста. Стол и стулья. Куда? Да, чуть-чуть туда, чтобы не сбрасывать. Хорошо. Да, я думаю, нормально. Она у нас двигается и так, чуть-чуть. Пойдет. А если вот так садимся? Все замечательно. А потом замечательно. Давайте мы быстренько, буквально за несколько минут, у нас будет получается маленькая, и мы можем достаточно близко. Я зовут Елена Лазарова. Мне, говорится, перед пыталась представить в зале, быстренько вместе со всеми экспертами. Для нас сейчас важно на работе сегодняшней день, что я занимаюсь финансовой грамотностью достаточно давно. Собственно говоря, с момента ее хождения в исследовании ПИЗа в 2011 году, когда проводились еще информационные исследования и инструментарий пробашки, да, пилотное исследование направление, теперь уже 11 лет, это и работа, это и отчеты, это и участие в самом проекте Министерства финансов, который, пожалуйста, присоединитесь. 4-я группа финансовой грамотности. Присоединитесь, можно как бы с ручками даже постарались рисоваться. Пожалуйста, столику можно поближе. Вот начиная с 2011 года все эти работы укладывались еще и в большой проект, который проводило Министерство финансов Российской Федерации вместе с Сбербанком, и назывался этот проект «Содействие улучшению финансовой грамотности населения Российской Федерации». И в рамках этого проекта было создано настолько много разных материалов, что сегодня можно к ним обращаться в самых разных контекстах, при решении самых разных задач, и не только для развития финансовой грамотности, потому что очень многое имеет характер такой надпредметный. И для выработки самых разных компетенций и умений, для такого глубокого погружения в сегменты образовательного пространства, где можно, в принципе, развивать функциональную грамотность, все это можно очень. Это я про себя хочу говорить, да, что я и была и экспертом этого проекта, и руководила рядом работ под проектом, связанных с развитием финансовой грамотности. Поэтому и сегодня во время нашей встречи, и на 3-4 день, когда у нас будут консультации, мы с вами можем уже применительно к тем вопросам, которые интересуют каждого из вас, поработать более глубоко. Сегодня мы знакомимся, мы погружаемся. И погружаясь в эти материалы, мне хотелось с самого начала, чтобы финансовую грамотность вы немножко почувствовали. Вот для того, чтобы вы ее почувствовали, здесь есть несколько книжек, на которые приготовили ваши. Я хотела бы просто вот дать. Давайте
вам одну вот втроем, прямо, да, над этой книжечкой будет втроем сюда. И вот когда я возьму, наверное, еще девушку сюда, втроем будет на эту сторону, а вот я там тоже еще одну, которую попрошу полистать вот на этих как раз задание финансовая грамотность, которая переписана на русский язык, первая часть книги. Можно, как я могу все посмотреть? Здесь рядом стали посмотреть. И задача будет для вас ответ следующий. Я вас прошу полистать, там буквально минутки 3-4 на то, чтобы вы это полистали, и чтобы вы сказали, вот что вы хотите, чем наша вот это такое трехминутное погружение в содержание материала по финансовой грамотности нас пытается еще раз. Сейчас не важно, для какого это будет. Я хотела бы, чтобы вы природу самого материала почувствовали. И, естественно, вопрос, который я задам через 3 минуты, он будет так звучать. Что вы почувствовали? Что вам на ваших ощущениях удалось поймать? Что это за материал? К чему он обращен? Как он обращен? И именно на уровне ощущения, чем он отличается от традиционных школьных учебных материалов. 3 минуты. Хорошо читаем. Так, еще одна минутка и будем говорить. Маловато книжечки, маловато времени. Что можно сказать, кого много чего, то в принципе больше на ваши ощущения. Когда вы взяли, что вы почувствовали, держа в руках материал. Ну что, начнем, да? Значит, тишина. Большая просьба чуть-чуть громче говорить, потому что мы там просили нас, чтобы можно было записать, а не как он там. Поэтому говорить чуть-чуть громче. И пробуем какое наше введение, увертюру нашего программы сейчас создать. Итак, что же мы почувствовали, листая материалы по финансовой грамотности? Какова их специфика? Начнем? Пожалуйста. Мне сразу вопрос касается все темы, связанные как вопросительно. Думать, когда я читаю, сразу задуматься, например, о чем. Даже не знает информацию, но он может появиться свои. Но это авторское решение. Вот именно эта группа авторов, они так решили. Построить вот такие счеты, дальше. Прямо будет задумка. Да, попробуй прямо это отвечать. Я заметила у самой регистрации, то есть ребенок, он прочитал текст, потом он видит вопрос и начинает искать эту информацию. То есть насколько он понимает, как он может информацию. Вы чувствуете, да, что с нами сейчас происходит? Мы реагируем как бы на ощущения. Нам ощутили вопрос, сразу заинтересовались, ищем на него ответ, ощутили яркость каких-то иллюстраций, пока это внешне, да, идет. Дальше.
В разных ситуациях, разный контекст ситуации и разные способы представления информации для избегания функциональность, я бы отметила, задание на ситуацию и на разные жизненные ситуации, когда ребенок оказывается, где-то он должен решить финансово, сколько это стоит, купите мне это, не купить, а очень разные ситуации, жизненные. Есть слова ловят, которые говорим дальше. Ну, все уже перечислили. Да, все, примеры. Так. Ребенок может посмотреть, как это можно сделать. Как это можно сделать? Прямо эту формулу запоминать. Да? Сейчас, когда мы будем смотреть то, что вынесено в презентацию, мы вот этими всеми нашими ощущениями будем оживлять эти слайды. Спасибо, дальше. Но конкурент могла заметить, в ней есть свои герои, одушевленные, неодушевленные, которые играют свой какой-то функционал. Во-вторых, задания вариативные, то есть есть несколько вариантов решения. Может так, может быть, я не все приближены к реальной жизни. Герои, да, то есть персонализация сразу идет, и постановление приближено к реальной жизни. И еще вы сказали мощное слово. Вариативность, альтернативность. Вот эти вот вещи писать, мы говорили, вот эти вот штучки, которые мы сейчас с вами произносим, хорошо записывать. Так, дальше. И одного. Здесь У вас другого характера клиничка, но тем не менее. здесь счет на приобретение товара онлайн-торговли. Была там банковская ошибка, где Да. прошли Да. потом акции, проценты, которые снижены, это То есть у вас, вы обратили внимание на разные тематики, на разные темы, которые вы представлены. обращение денежными средствами. Да. Обращение денежных. Вы обратили внимание на предмет. Чему как бы прежде всего предмет обращен? Потом дальше идет зевать. Но кроме обращения с денежными средствами, может, еще что-то есть, но тоже это... Так, вы остались девушки. Да, знаете как, вот хотелось бы сказать, во-первых, тихонечко мы все посмотрели, быстро, правда, да? Быстро, Да. Так, ощущение, конечно, в первую очередь очень приятно смотрится и хорошо читаемо. Ну, для возраста второй класс, правильно? Так, второе, яркость видно сразу, допустим, красным и зеленоватым цветом обозначает появилось вопросы сразу, обозначение. Допустим. Поэтому про как бы полиграфические штуки и про авторские подходы к тому, чтобы представить свой материал. Ну, вот это, да, в глаза бросилось. Хорошо читаемое. Спасибо. Да, спасибо. Как, значит, задачи. Задачи. Число задачи, да, вы обратили внимание на это. Задача. Задача вообще это что вот в нашем восприятии? Проблема, вопрос, который требует решения, и вопрос решения. Нам тоже это очень важно, да, спасибо. И здесь есть ориентация на будущее. Какими деньги станут в будущем? Пролог будущего, да, теперь будущее, чуть-чуть захватываем завтрашний. У нас остались? Еще одна математика. Спасибо. А теперь вот так, как вы говорили, скажите буквально по одной фразе про себя. Я представляла эту схему сейчас. Я назвала себя. И чем я занимаюсь? Да, чем вы занимаетесь? Ну, давайте. Поехали. Мамутова Владимира Равильевна, я географ, работаю в Ломоносово. Ломоносово это школа? Вы школьник. Преподаете географию? Да, Спасибо. Тоже в школе. В школе не учите, да? А вы в университете работаете со студентами или со студентами? Прям читаете и проводите занятия? Вы преподаватель или студент? Хорошо, спасибо. Нет, почему-то скажу, что если ассистентура, мне раз Тоже вы работаете в высшей школе? Работаете в высшей школе. И школа мужских по заданию. А вы информатика? Преподаватель информатики? Есть.
Республиканский институт повышения квалификации учителей, именно борьбы и отдельно я лингвист. Ну, учитель принципов первого. Спасибо. Так. Я Мария, учитель русского языка и литературы. Я работаю в школе здесь. Я Елена, работаю в школе в Кыргызстане. Нет, математика. Смотрите за столом. Я еще Вообще не знаю. Я целый учитель. Я говорю, просто наш я зовут Нургуль, я преподаю в университете имени русский язык и литература. русский язык и литература. Тигр у нас еще. Я Александр. Я работаю в Кыргызской академии образования. Вам? Спасибо большое. Предметы наши, дальше соберем кучу. География, история, лингвисты, да, языки, математика, информатика, физика. Все назвала? Моего любимого предмета. Социальная работа. Мой предмет, я вообще предмет история обществознания. Причем последние годы обществознания. Последние годы, наверное, последние 40 лет. Обществознание. Да? Вот обществознание мы считаем очень близко к финансовой грамотности знакомиться. Смотрите, какое более у нас сегодня предмет, поговорить, что в нем. Ну хорошо. Теперь у нас впереди презентация. Я чуть-чуть от вас отойду, потому что буду ее листать. Характер слайдов, которые там подобраны, как вы понимаете, общий. Давайте договоримся. Если где-то будет, раз непонятно, б, захотите на чем-то остановиться, в, если будет какой-то внутренний вопрос, сразу говорите, будем останавливаться, это нам не будет мешать, для того, чтобы мы с вами все посмотрели. И еще, вот у нас есть вот в этих, как бы, среди вопросов, которые нам обозначили, 3 вопроса, да, которые обозначили нам, они у вас и в программе есть как бы 3 таких группы проблем, задач для погружения. Основные подходы исследования ПИЗа – это нам для общего понимания. Финансовая грамотность не выносится в 2025 году как самостоятельная часть исследования, да? Поэтому мы просто понимаем, для чего нам это нужно, для чего нужна эта наша деятельность, что это дает в принципе для функциональной грамотности. Международный инструментарий для оценки финансовой грамотности тоже мы в этом же контексте будем поворачивать. Я буду говорить о заданиях, и вы будете смотреть, как они работают для того, чтобы развивать именно надпредметные умения и навыки. И, наконец, какие бывают проблемы формирования финансовой грамотности в школе, тоже будем смотреть с точки зрения функциональной грамотности в целом. Да, я не хочу уводить вас в детали, потому что на сегодня и для погружения для первого, и для того, чтобы дальше вам работать в течение подготовки к 2025 году, это вам непосредственно именно в этом контексте не нужно. А вот там, где нужно будет ваше включение, чтобы какие-то отдельные вопросы педагогически рассмотреть, я пыталась так написать на желтеньком фоне группа внимания. Если мы это будем видеть, значит, мы будем включаться и какие-то ответы на вопросы будем давать. Договорились? И один такой шуточный вопрос я задаю, но он достаточно частный. Но это вопрос на то, как мы с вами все просмотрим и попытаемся в конце ответить. Почему вместо привычных оценочных утверждений, когда мы оцениваем ответы детей, и зачастую говорим верно или неверно, функциональной грамотности, финансовой грамотности в нашем случае не употребляются эти формулировки, а употребляются такие выражения. Ответ принимается или ответ не принимается. Казалось бы, внешне вот так оно не бросается нам сразу в глаза, поэтому я специально заострила на это ваше внимание. В конце мы немножечко к этому вопросу вернемся, немножечко будет времени поговорим. 10 лет история финансовой грамотности в ПИЗе. С 2012 года по 2022. Но это чисто если брать циклы исследования. Понятно, что до 2012 года были 2 года подготовки, а после 2022, после проведения, будет 2 года обработки материалов, данных и представления отчета. Поэтому реально больше, чем 10 лет. И за эти 10 лет, конечно, изменяясь, но это видоизменяясь и в качестве заданий, и по шкале, и по тем сюжетам, которые представлены, данное направление очень много самой ПИЗе дало и дало тем педагогам, которые с ней работают. Это дополнительное направление исследования. Галина Сергеевна сегодня говорила с утра, что страны сами решали, участвовать ли в этом направлении или нет. И даже если они участвовали в каком-то одном цикле, не факт, что участвовали в другом.
например, среди 20 стран, которые участвовали в 2018 году в исследовании финансовой грамотности, всего 7 стран было, которые участвовали во всех предыдущих этапах исследования тоже. Среди них была и Россия. Россия участвовала в 3 из этих 4 циклов. Она участвовала. В 2022 году Россия не участвовала по сложившимся обстоятельствам. Итак, что же мы понимаем под финансовой грамотностью? Прежде всего, это способность управлять своими финансами и принимать эффективные краткосрочные и долгосрочные решения финансовые. Вы говорите, да, это имеет как-то отношение к деньгам прежде всего. Вот если брать, смотреть в точку, краткосрочные и долгосрочные финансовые решения. Внимание, группа. 2 примера от группы краткосрочных финансовых решений, 2 примера долгосрочных финансовых решений. Кто может, пожалуйста? Покупки, кредит. Да, что купить, какой? Краткосрочный. Как кредит? Он может и краткосрочным, и долгосрочным. Например, драгметалл, тоже как бы ипотека, совершенно верно, долгосрочная. Совершенно верно. Спасибо большое, идем дальше. В концепции финансовой грамотности значилась в качестве такой целевой установки оценка уровня финансовой грамотности 50-летних учащихся. И сразу мы обращаем слово на уровень. Вот я здесь его выделила. Галина Сергеевна, в принципе, сегодня ввела нас, все наше сегодняшнее сообщество, да, в представление об уровнях, которые ПИЗа выделяет, как она дальше с ними работает. Наша задача не только видеть задачу развивать функциональную грамотность в целом, но и видеть уровень той или другой группы учащихся, того или иного конкретного ученика, и стараться повышению именно этого уровня содействовать, так ведь? Чтобы точечно, целенаправленно наша работа выглядела. Поэтому сразу я в одном из первых слайдов этот уровневый подход тоже обозначаю. А это определение, которое дала ПИЗа финансовой грамотности. Посмотрите, пожалуйста, это, строго говоря, не определение в понятии дефиниции, к которому мы привыкли, а это, скорее всего, охват определенных компонентов, что включает в себя финансовая грамотность. И в первой строке мы видим знание и понимание. Вот это словосочетание знание и понимание принципиально важно. Потому что если мы скажем знание без второго слова, без понимания, мы как-то себя сразу подставляем, провоцируем на то, чтобы уйти на привычный путь знаниевой парадигмы. Да? Прочитал, пересказал. Прочитал, выучил, повторил. Здесь акцент на втором слове. Важно понимать и демонстрировать понимание. А если мы понимаем и демонстрируем понимание, это значит, мы никогда не будем спрашивать, что такое инфляция, да, или какие-то другие, да, что такое акция, чем она отличается от облигаций. А мы будем давать через ту самую ситуацию, в которой вы прикоснулись, листая эти книжоночки для начальной школы, через какую-то ситуацию давать вопрос, связанный с определенным финансовым продуктом или финансовой какой-то составляющей реалии. Что еще входит, кроме знания и понимания? Обратите внимание, навыки, мотивация, уверенность, которые необходимы для принятия эффективного решения. Вот это принятие эффективного решения тоже у нас стоит под ударением, и я выделила специально цветом, в разнообразных финансовых ситуациях. Листая 3 минутки набор вот этих учебных пособий, вы уже увидели, какие они могут быть совершенно разные. Когда мы говорим о том, чтобы научить чему-то ребенка, мы прежде всего о знаниях думаем, правда? Или об умениях, которые в последнее время тоже акцентируем. Надо уметь работать с информацией, уметь сформулировать свое собственное суждение, уметь подобрать аргумент. А здесь финансовая грамотность дает нам какие-то новые составляющие. Навыки, мотивация, уверенность при принятии решения финансового. Мы с ними пока слабо умеем работать. Но даже то, что сейчас обратили на это внимание, что это значит? Это значит, что мы вводим их в круг своих педагогических таких акцентов, которые сейчас хотелось бы уже из поля внимания не упускать. Итак, основные 3 составляющие. Знание и понимание. Отсюда мы выходим на содержание финансовой грамотности, которая осваивается разными способами, приемами. Далее, когнитивные и практические умения в работе с финансовыми материалами, освоенные процессы, операции, познавательные действия. И, наконец, модели поведения. Вот то самое практическое поведение финансовое, применение в значимых ситуациях, в значимых контекстах. Посмотрите, если мы слово «финансовое» там где-то не прочитаем, оно у меня не выделено, не подсвечено желтеньким, мы как бы начинаем уже рисовать для себя такой общеуниверсальный
надпредметный каркас, который охватывает финансовую грамотность в любом из его направлений. Общий, да, единый. А вот это уже непосредственно по финансовой грамотности. Посмотрите, пожалуйста. Акцент на индивидуальную модель поведения, на то, что сделать и как поступить конкретному человеку. Помните, косичку Галина Сергеевна показывала сегодня, да, на в общем нашем занятии? Переплетаются там знания с компетенцией, с умениями, компетенции превращаются, и заостряется эта вся косичка на конкретном действии, что сделать, как поступить. Когда мы говорим о финансовом поступке, о финансовом поведении, мы для себя обязательно сразу очень хорошо фиксируем конкретному человеку, конкретной семье, с учетом не только объективных условий, с учетом личных потребностей, возможностей, предпочтений, задач, планов. И даже если мы возьмем в одном и том же месте, в одном и том же банке, скажем, двух разных людей, представителей двух разных семей, и предлагать им будут одни и те же финансовые продукты, выбор будет опираться вот на эти индивидуальные условия, потребности, возможности, задачи. А вот это наша рамка содержательной финансовой грамотности. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Как и в любой другом направлении функциональной грамотности, здесь есть 3 составляющих. В любом направлении функциональной грамотности они будут. И наверняка многие из вас уже это изучали. Может быть, применительно к математической или к читательской грамотности, да, может быть, к естественно-научной, потому что здесь есть представители естественно-научных предметов. Содержание – это те самые темы, которых мы уже упомянули, еще на них посмотрим здесь и на следующем слайде. Это познавательная деятельность, сюда входят умения, стратегии действия, в основном когнитивные процессы здесь будут, тоже об этом поговорим. И контексты. Контексты – это группы ситуаций. Какие можно объединить в группы, те ситуации жизненные, с которыми мы сталкиваемся, когда держим в руках вот этот материал по финансовой грамотности. Образование и работа, образовательный, профессиональный, дом и семья, семейный, личные траты, досуг и отдых, личностный контекст, и общественное общество и гражданин в этом обществе. Вот эти 4 группы можно разделить, все ситуации, с которыми мы можем иметь дело, решая, выполняя задания или рассматривая какие-то материалы, учебные материалы по финансовой грамотности. На этом слайде я привела пример тематики по областям финансовой грамотности, которые укладываются вот именно в эти вертикали. Первая вертикаль – содержание. Деньги и операции с ними. Давайте мы сразу будем с 2 слайдами работать. Так, деньги и операции с ними. Что-то у меня здесь съехало. Но не страшно. Мы с вами понимаем, что область деньги и операции с ними включает замечательные... Давайте приводить примеры. Что может включать? У кого-то была в руках книжоночка, для 1 класса можно взять эту книжоночку прямо по содержанию. Давайте посмотрим. О каких деньгах мы можем сейчас говорить с детьми? Так, еще. Дойдем до семейного бюджета. Так, хорошо. Ну, первый, о чем теперь А у нас 1 класс. Какие вообще бывают деньги? Бумажные монеты. Да, вот ребенок начинает как раз с этого, какие вообще они бывают. Какие они были раньше. Что у нас, помните, вы говорили про лог в будущее, заглядывая в завтрашний день. Какие они сейчас у нас новые появляются и какие, совершенно верно, какие будут дальше. Вот мы уже сейчас с вами назвали. Значит, если мы заглядываем в вчерашний день товарные деньги, сегодня мы можем говорить о наличных, безналичных деньгах, мы можем говорить об инструментах, которые помогают нам пользоваться теми деньгами, которые у нас на счету в банке. Мы говорим об электронных кошельках, об электронных деньгах. Поговорим, если вы хотите о них тоже, да, как, что это такое, и будут ли завтра они такими, или будут называться другими, что такое, да, в цифровой среде, какие могут быть эти деньги, да. Так, и мы с вами, так, где я была, вот здесь я была. И мы с вами переходим к следующей области, операции с ними. Это не просто какие они бывают, а что можно с ними делать, да? Посмотрите, валюта, обмен валют, это здесь же будет. Что еще мы с вами можем?
Секунду, я хочу опустить эту планочку. Я хочу вам дать сейчас ссылочку на эту рамку, которая разработана в России. В 2021 году только она утверждена была Министерством образования и всеми другими организациями, которые были заинтересованы, например, Центральным банком Российской Федерации, например, Министерством финансов Российской Федерации, Ассоциация финансовой грамотности активно участвовала в этом. Посмотрите, пожалуйста, единая рамка компетенций по финансовой грамотности. Мы, к сожалению, не будем иметь время, возможности к ней возвращаться несколько раз, а она представляет собой хороший документ. Если вы придете ко мне на консультацию, он в 3-4 день, мы погрузимся туда, будем говорить подробнее. Посмотрите, здесь дан декабрь 21 год, 21 правильно год. Для себя можете записать, а ссылочку я тоже вам на консультации дам. Так, но мы вернулись в содержание. Второй блок содержания – планирование и управление с финансами. Планирование и управление финансами. Вот сюда вернемся, здесь как раз подробно это планирование на уровне тем представлено, да, из этой рамки. Доходы и расходы семейного личного бюджета, личные сбережения, займы и кредиты, финансовая безопасность, цифровая среда. Финансовая безопасность, цифровая среда включены у нас в рамки теперь в каждую из 4 этих областей содержания. Мы решили, что сегодняшний наш день диктует вот особенности этих изменений. И в деньгах, и в операциях с ними, и в рисках, и в выгодах, и в финансовой среде у нас везде будут представлены эти два таких как бы аспекта. Но кроме нее, кроме них, здесь как раз семейные и личные бюджеты, здесь личные сбережения, здесь займы и кредиты. Многое из этого вы уже назвали в качестве примеров или обращали на это внимание, листая материалы вот этих пособий. Третья область содержания – риски и выгоды. Очень многие финансовые операции, очень многие наши поступки, очень многие наши действия с финансовыми материалами всегда имеют некую альтернативу. Мы можем выбрать одно, может быть, в другое, можем рискнуть, можем не рисковать. Если рискуем, то понимаем, что мы можем за это получить некое вознаграждение, а если не рискуем, значит, мы не получим, но мы можем также и потерять многое. Но тем не менее, многие финансовые операции с этими рисками и выгодами связаны. Приведите, пожалуйста, примеры. Да, да, определенные сберегательные вклады, да, банковские продукты. Дальше я уже сейчас сказала слово. Дальше, кроме этого, когда вы говорите вкладывание, наверное, мы инвестиционные продукты думаем, инвестиции. Да? Когда мы выбираем определенные страховые продукты у тех или иных страховых компаний, вот эти все крупные такие как бы вещи, это уже не непосредственно с деньгами операции. Это не выходит за область деньги и операции с ними, но это представляют, можно сказать, основную область финансовой грамотности. По мере взросления, по мере расширения социальных практик, она будет приобретать все более и более важное значение и у школьника подрастающего, и у взрослого человека. И, наконец, финансовая среда. Это та область, которая выводит нас на отношения с государством, с широким социумом. Посмотрите, пожалуйста. Здесь и права, и обязанности пользователей финансовых услуг, здесь и взаимоотношения с государством, включая инициативное бюджетирование. Это новая тема, которая именно в 2021 году появилась в нашей российской рамке и которую мы начали развивать. И здесь опять вещи, выходящие на современные условия финансовой безопасности и цифровой среды. Итак, мы с вами какую рассмотрели вертикаль? Первую – содержание. Давайте мы по этой картинке рассмотрим контексты еще раз, чтобы для себя уяснить, что они бывают выходящие на образовательные и профессиональные сферы, да, семейные и домашние, личные, и на взаимоотношения человека и социума. А вот основную центральную вертикаль познавательной деятельности я предлагаю вам рассмотреть вот на этом слайде. Вы знаете, для того, чтобы опять образ и ощущение создавалось, почему я вот здесь попыталась на этот слайд поместить такую маленькую фотографию питерских атлантов. Кто был в Санкт-Петербурге, да, видел тех атлантов, которые держат небо, да? Ну, почему? Вот почему именно на эти процессы, на эти когнитивные умения? На этом базируется, да.
Что на этом базируется? Вот давайте мы проведем маленький эксперимент. Из перечня умений, вот этих познавательных процессов, действий, стратегий, сейчас мы громко будем называть все слова, кроме слова «финансовый». Так. 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 Так, что у нас получилось? У нас получилась та самая каркасная структура, которая может быть применима к любому предмету. Совершенно верно. И если мы на любом предметном содержании вот эту структуру пытаемся опредметить нашими определенными специфическими для школьного предмета понятиями, ситуациями, сюжетами, да, каким-то материалом когнитивным, мы с вами развиваем эти когнитивные умения. И они же, эти умения, лежат в основе многих направлений функциональной грамотности. Вы пришли ко мне, это первая встреча, да? Дальше вы пойдете цепочкой по всем остальным группам. У вас будет впереди еще 5 групп. Вы придете на читательскую, на математическую, на естественно-научную грамотность, на креативное мышление, на глобальные компетенции. Вы посмотрите, что многие из этих вещей будут повторяться. Некоторые не будут акцентироваться в других направлениях. И мы будем знать, что здесь мы отдельно на них внимание уделяем. Некоторые будут соединены. Например, анализ и оценка пойдет вместе в читательской грамотности. У нас они очень четко по полочкам разложены, как якоря такие забиваются в понимании педагогическом, в понимании тех людей, которые работают по развитию функциональной грамотности в целом. Выявление информации, ее анализ, оценка финансовой проблемы, оценка финансовой ситуации, оценка того, что в этой информации нам представляет, да, и применение того, что мы узнали, поняли, представили, для того, чтобы решить проблемный вопрос, который ситуация подняла, в том или ином контексте нам обозначено. А вот это раскладка финансовой грамотности по уровням. Если мы будем с вами с 5-го уровня как бы опускаться чуть-чуть ниже, мы с вами увидим, чем эти уровни отличаются. Я специально выделяла красным отдельные слова и фразы. Если мы с вами пойдем вслед за этим слайдом по красным таким словосочетаниям, мы увидим 5-й самый высокий уровень – понимание широкого спектра финансовых терминов, понятий в контекстах, которые имеют отношение даже к своей будущей жизни, не только к той, которая уже есть. Нестандартные финансовые проблемы решать умеют дети, которые этот уровень демонстрируют. И возможные результаты финансовых решений, которые в широком диапазоне находятся. 4-й уровень – несколько меньшее число финансовых понятий и терминов. Контексты, да, как по мере взросления, с которыми будут встречаться, но не настолько в далекой перспективе. И не совсем простые финансовые продукты, тоже здесь на 4-м уровне могут быть рассмотрены. Долгосрочные последствия определенных финансовых решений, да, но решения здесь более типичны, более такие повседневные. Но зато повседневные вопросы могут решаться часто в таких не совсем типичных обстоятельствах. Это 4-й уровень, повышенный. 5-й считается высоким, 4-й повышенный, 3-й уровень средний. Вот этот средний уровень типичен для российских учащихся. Типичен был на всех этапах исследования ПИЗа. Выше как бы этого 3-го среднего уровня мало кто поднимался. Понимание часто используемых финансовых понятий, терминов, продуктов, ситуаций, которые имеют непосредственное отношение к самим детям. Основные действия с числами умеют проводить здесь математические, в том числе вычисления процентов, и решение обыденных проблем в относительно типичных контекстах. 2-й уровень в ПИЗе пороговый. Галина Сергеевна сегодня как-то говорила вам про уровни, вы, наверное, обратили на это внимание. Пороговый, то есть он считается минимально достаточным для того, чтобы принимать определенные решения, действовать в ситуациях реальной жизни и развивать то, что уже сложилось, для того, чтобы этот уровень свой повышать. И к пороговому уровню, видите, финансовой грамотности относятся, демонстрируют его те дети, которые начинают применять знания определенных финансовых продуктов, часто используемых в типичных ситуациях, часто используемых терминов и понятий. И да, они могут даже использовать информацию для того, чтобы принять какое-то решение, которое непосредственно их касается. Вот сегодня им нужно что-то осуществить. Повседневные финансовые документы им тоже известны. Чеки магазинные, какие-то выписки, они могут тоже проанализировать. Но самое интересное для нас 1-й уровень. Вот чему меня лично научила ПИЗа, что до порогового уровня есть еще что-то и очень многое чего есть. И на этом допороговом 1-м уровне дети часто демонстрируют то знание и понимание, которое нам в школьных предметах
считается, мы считаем его даже достаточным для того, чтобы выставлять удовлетворительные отметки. Да? Что они демонстрируют? Давайте внимательно на этот первый уровень посмотрим. Основные финансовые продукты и ситуации могут выявлять, могут интерпретировать информацию, которая касается основных финансовых понятий. Разве это мало? Я бы сказала, что это даже очень даже много. Далее, смотрите, они принимают простые решения по поводу повседневных своих расходов. И не только своих, часто и семейных, если мы эти ситуации вводим в контекст. Далее, применяют основные числовые операции. В каких финансовых ситуациях все это они делают? В тех финансовых ситуациях, в которых они, вероятно, имеют свой личный опыт. А опыт, если мы говорим о школьниках, причем школьников, скажем, 5 класса, 4-5 класса, да, это уже достаточно такой, ну, я бы сказала, в повседневной жизни выраженный. И повседневные практики и обращение к денежным средствам, и даже привлечение к вопросам семейного бюджета, приобщение к выделению приоритетов, там, трат семейных, достаточно выраженный опыт уже может быть. Но все это пока аспектно, локально, касаются сиюминутных каких-то вопросов и проблем, и поэтому это допороговый первый уровень. Вот переход от первого ко второму, от допорогового к пороговому, очень серьезная вещь. Сейчас я говорю уже применительно к другим направлениям функциональной грамотности, не только к финансовой. Обеспечить переход от допорогового первого на пороговый второй. Задача, которая будет стоять по любому направлению, с которым бы мы ни работали. Почему там было 6 уровней? А здесь 5, да. Потому что по основным направлениям функциональной грамотности, читательская, математическая, естественно-научная, выделено 6 направлений. На высокий уровень разделен на 2 таких выраженных направления. Финансовая грамотность изначально, концепция ПИЗа дала 5 направлений. И они очень хорошо сочетаются, да, у нас с нами, с недостаточным, низким, средним, повышенным, высоким. Чем в заданиях ПИЗа и в ситуациях и в контекстах ПИЗа усложнение от уровня к уровню обеспечивается? Вот я собрала буквально в эти 5 таких пунктиков то, что касается нашего понимания, как можно это содержание развивать и как можно предъявлять детям, которые уже какой-то уровень устойчиво демонстрируют, более сложный, да, материал. Интерпретация финансовой информации. Опять слово «финансовое» мы для себя берем в скобочки, потому что понимаем, что это наше знакомство и погружение нужно для того, чтобы обеспечить развитие по другим направлениям тоже, не только по финансовой. Интерпретация информации, интерпретация связи между ее элементами. Понимание назначения финансовых продуктов разной сложности. Это чисто наше. Понимаем, что кредитование или инвестирование несколько отличается даже от банковских вкладов. Да, и мы понимаем, насколько там могут быть вещи более сложные. Решение конкретных проблем. От типичных, обыденных до нестандартных, непростых, которых будут касаться, когда повзрослеют. Учет последствий финансовых решений. Краткосрочные последствия как-то более легко определять, чем долгосрочные во всех их возможных палитре. И, наконец, действия с числами, разная сложность вот этих арифметических действий. Сейчас перед нами очень интересный слайд. Для того, чтобы как бы не давать много лишнего, я попыталась из результатов ПИЗа 2018 года выбрать буквально несколько, которые для нас окажутся показательными. Что это за слайд? Я сейчас спущу эту табличку, чтобы вы видели, что это за слайд. Посмотрите, пожалуйста. Распределение образовательных организаций, то есть школ, по уровням финансовой грамотности. В среднем по школе какой уровень демонстрируют дети? По всей школе. Потому что участниками исследований ПИЗа становятся образовательные организации. Школы сначала выбираются, да? Потом из этой школы выбираются дети 15-летнего возраста. И мы можем сказать, что по среднему результату по образовательным организациям такой рейтинг ПИЗа нам устанавливает. На каком уровне в среднем находятся дети той образовательной организации, которая попала в исследование ПИЗа. Здесь на этом слайде страны-лидеры. По финансовой грамотности странами-лидерами оказались Эстония и Финляндия в 2018 году. Посмотрите на процентное распределение, где большинство учащихся, большинство образовательных организаций, учащиеся которых демонстрируют, скажем, повышенный уровень. Видите? Значит, здесь у нас, где у нас в основном находятся дети? На 3-м и 4-м.
На повышенном уровне сколько детей и в Финляндии, и в Эстонии? А в Эстонии, посмотрите, на самом высоком 5% детей, 5% образовательных организаций, школ. И когда мы этот слайд показывали российским педагогам, в одной из аудиторий прозвучал вопрос, а можно вообще обеспечить, еще даже не показывали результат, показывали, как распределились наши российские школы по уровням. Ни одной школы не оказалась на высоком уровне, на 5-м. Буквально единицы, около 8% школ оказались на повышенном уровне, все остальные пошли на средний и ниже. И вот после этого слайда задали вопрос педагоги, вообще можно сделать так, чтобы в среднем дети по школе демонстрировали высокий уровень, повышенный высокий уровень функциональной грамотности. И тогда вот пришлось к материалам обратиться стран лидеров. А вообще, в принципе, у нас существует в тех самых результатах, о которых говорил Никита, существует вот этот некий ориентир на стран-лидеров, которые показывают нам, что так можно, и работать так можно, и такие образовательные результаты получать можно, и демонстрировать эти результаты можно. Можно работать так, чтобы большинство школ оказалось на среднем и повышенном уровне. А если мы возьмем здесь точно 42 плюс 5, 48%, почти половина, да, школ Эстонии демонстрируют повышенный и высокий уровень школ. Я специально не перевела здесь слайд отдельно по детям, по ученикам, потому что мы сейчас все-таки задумались в Киргизстане о том, чтобы обеспечить определенный уровень работы школы, образовательной организации в направлении повышения функциональной грамотности. Поэтому выбрала этот слайд. По нему есть вопросы? Ну, еще раз посмотрите, тогда я не листаю. Для нас главное понять, где у нас доминанта. На каком уровне работают школы страны? На каком уровне функциональной грамотности работают школы, скажем, Финляндии? Вот я гляжу на это и понимаю, что в основном дети-то на 3-м и 4-м. 3-й и 4-й, да? Средний выше среднего, потому что 1/3 детей на повышенном уровне, 1/3 школ на повышенном уровне. А Эстония на каком? Я бы сказала, на 4-м, на повышенном. Да? На повышенном. В основном-то ее дети этой республики, этой страны демонстрируют как раз повышенный уровень. Идем дальше, да? Посмотрите, что для нас принципиально. Нет ни одной школы, 0%, которая была бы на допороговом уровне, да, по среднему. Показательно? Показательно. Допороговый уровень ни одной образовательной организации. Образовательных организаций, которые на 2-м пороговом, меньше 10 минимум. В Финляндии там меньше 4%. Да? То есть все образовательные организации, они как бы выше не только порога, но и выше 2-го уровня. А дальше уже смещение все больше и больше в сторону самого высокого уровня финансовой грамотности. Вот это очень интересная штука по российской данным. Буквально еще один российский результат. Может быть, он будет для вас тоже показательным. У меня вопрос, почему ты это взяли? А мы не взяли, потому что она оказалась страной-лидером. Я взяла страны-лидеры, посмотрите знак заглавия слайда, да? По финансовой грамотности в 2018 году 2 странами-лидерами оказались Эстония и Финляндия. А вот это интересно. А это замечательный вопрос. Когда Галина Сергеевна и Никита сегодня вам рассказывали, да, то, что рассказывали, а они что говорили? Изучите для чего проводится? Для того, чтобы выявить уровень функциональной грамотности по вашему направлению, и что еще выявить? Выявить факторы, почему вот те или иные страны демонстрируют те или иные результаты. Так вот этот вопрос, а почему они оказались самыми высокими лидерами финансовой грамотности, замечательный исследовательский вопрос. Вот его как раз... После того, как они получили Нет, это результат уже исследования 2018 года. Значит, мы можем поставить исследовательский вопрос, почему, чем, что обеспечивается, как организован процесс образовательный, да, что они делают с материалом, как, в принципе, они учат детей, какова система, какой климат в школе, какие отношения между педагогами и детьми, почему, собственно говоря, они оказались лидерами. Вот это вопрос. Совершенно верно. Поэтому, когда мы говорим об исследовании ПИЗа, мы с вами эти 2 части и чувствуем. Первая часть – это результаты и как распределяется это все по уровням.
и как дети отвечают на те или иные вопросы анкеты, и как педагоги администрации отвечают на вопросы анкеты. Но самое главное, что из всего этого контекстного материала мы пытаемся вычленить факторы, которые обеспечивают те или иные результаты. Так, а вот этот слайд возвращаю вас к российскому. Да, это результат российский. Он для нас чем показателен? Посмотрите внимательно. 15-летние российские учащиеся заявили в числе значимой для них финансовой информации, информацию, которую они получают от школьных преподавателей. Такой же вопрос был для всех участников. И учащиеся стран ОЭС тоже отвечали на этот вопрос. Они тоже выделяли педагогов, но в меньшей степени, чем российские ученики. Посмотрите на разницу в результатах. В России педагогов и информацию, которую от педагогов получают дети, значимость этой информации для них, важность для них, отметили 61% детей. И их результат на 11% выше, чем в среднем по странам мира. А посмотрите в России результат на 15 баллов выше, чем результат тех учащихся, которые указали в источник странах мира. То есть вот это различие, во-первых, их больше, 61, а в ОЭС 50, половина. На 11% больше российских школьников отмечают для себя важность этого источника. А 1% исследований очень значит. Когда мы говорим 11, это уже космическая величина. И балл их, средний балл их выше на 15 баллов российских, да, учеников, которые отметили значимость информации, идущей от педагогов. Для нас это было очень таким хорошим ориентиром, когда мы говорили о необходимости развития финансового образования в школах, о необходимости более выраженной акцентировки роли школы в финансовом образовании. То есть учитель донесет до ребенка. Учитель умеет донести, учитель находит способ передать, учитель находит способ ввести в определенную среду, учитель владеет теми То есть инструментами. эффективность урока никто не отменял. Об этом очень говорят, даже в тех словах, которые говорите, хотя не только уроком. И то, что не только уроком, мы к этому тоже с вами подойдем. Я хочу, чтобы кто-то помогал мне следить за временем. Можно кого-то из вас выбивать? Кто-нибудь, потому что сейчас как бы закончится время, а мне вам хочется много рассказать. Мы во сколько должны закончить? Сколько у нас еще времени? Отлично, я должна уложиться. Так, у нас второй пункт. Особенности международного инструментария. Здесь мы можем с вами бежать быстро, но для себя отмечать важные реперные точки. Да? Поехали. Каждое задание, которое предъявляется детям на тестировании в ПИЗе, можно отнести ко всем 3 областям содержания. Я специально не называла финансовую грамотность, по любому направлению, по финансовой грамотности тоже. Берем какое-то задание и смотрим, к какому оно относится содержанию, к какому оно относится когнитивному умению и к какому оно относится к контексту. Это понятно? Мы с вами по характеристикам заданий тоже сейчас будем пробегаться. Перечень всех этих 4 полочек в каждой из вертикалей нам уже знаком. Чем отличаются задания по финансовой грамотности? Вот вы листали немножко книжки и, наверное, уже почувствовали. И многие из вас ряд вещей отсюда упоминали. Вспоминаем эти наши первые ощущения, когда мы взяли книжки. Смотрим. Все задания в ПИЗе имеют оригинальные названия. Наши мужчины эти задания нам, названия эти нам прям говорили. Помните, были у вас акции, мы сейчас это увидим. Каждое задание предъявляется на основе определенной жизненной ситуации. Причем эта ситуация похожа на те ситуации, которые в реальной жизни возникают. Тоже мы это видели и в книжечках, и в этих заданиях ПИЗа. В каждой ситуации действуют конкретные люди. Причем, когда мы разрабатываем задания, а среди вас и за тех, кто будет разрабатывать задания, когда мы разрабатываем задания, мы стараемся, чтобы действовали те, кому мы их адресуем по возрасту. Адресуем пятикласснику. И там пятиклассники у нас что-то задание в ситуациях какое-то действие совершают. Девятиклассник, значит, какие-то у них будут более серьезные разговоры, серьезные решения. Обстоятельства, в которые попадают герои наших ситуаций, отличаются повседневностью. Варианты обсуждаемых действий, решений близки и понятны. В заданиях последних лет к каждой ситуации предлагается несколько задач. Задания становятся комплексными. И сегодня, разрабатывая задания, подобные ПИЗе, мы разрабатываем комплексные задания. Каждому сюжету даем от 4 до где-то 10 задач, таких задач-вопросов, заданий-вопросов. Выполнение заданий на что ориентировано? Вот это очень интересная особенность.
Когда мы говорим математическая грамотность, мы понимаем, в школе есть уроки математики. Когда мы говорим читательская грамотность, мы понимаем, есть литература, есть. Когда говорим естественно-научная, сразу вспоминаем, какие другие. Говорим финансово, что вспоминаем? Ничего. А экономика у нас появляется когда? Когда говорим финансовую грамотность, мы не попадаемся ни в какой конкретный школьный предмет. И это нас сразу выводит на мысль, что функциональная грамотность не лежит в предметной области. Функциональная грамотность, в принципе, она лежит в предметной области. И если мы говорим математическая грамотность, это не равно математика, хотя там очень много общего, Лариса Олеговна вам все это рассказывает. А у нас нет, оно ориентировано на что? Вот мы проверяем финансовую грамотность, скажем, на каком-то мониторинге четвероклассника. Вот перед тем, как во втором классе начать занятия, стартовая диагностика. Что, собственно говоря, из мира финансов эти четвероклассники у нас представляют? На что они нравятся? Не на школьные предметы, не на школьные знания, на школьные. Ну что дома, то, что в жизни. Замечательно. То, где школы, личный опыт, личные практики. И мы часто употребляем слова «свойные социальные и финансовые практики». Вот на эти осваиваемые свойные социальные практики финансовые как раз дети опираются. Итак, выполнение заданий на что ориентировано? Ориентировано на работу с предъявляемой информацией и привлечение личного социального опыта. Что такое работа с информацией? Это значит, любое задание возьмите, которое выходит из наших рук. Здесь, кстати, надо оговориться. То есть мы сейчас возьмем строчку поисковую в интернете сомнений, напишем задание по финансовой грамотности, и нам откроется очень много источников. Самых разных. Попробуйте. Среди этих источников у нас будут задания по финансовой грамотности от разных авторов. Не все авторы стоят на платформе. Есть авторы, мы сразу можем их по их продукту определить, которые финансовой грамотности относят некую сложную экономику, с высшей школы определенные экономические задачи, то, что обычно связывалось с программами специального профессионального образования, выводила на вопросы, связанные с финансами. Да, есть такая у нас среднего вещь. Мы стоим на платформе PISA. Для нас нет этого теоретического, академического, специально заранее освоенного базового содержания. Для нас нет. Что для нас есть? У нас есть информация, которую мы прикрепляем. Мы сейчас посмотрим по ПИЗе. Я только пизовские задания взяла. И у нас есть личный социальный опыт. Соединение информации, которая перед ним, на листочках, вот этих, которые перед ним, на экране, которые перед ним, плюс его личный социальный опыт социальной практики, дают тот результат, умение его работать с этой информацией, да, и привлекать личную, тот результат, который он может продемонстрировать. Ну и, наконец, последний пункт – это акцентировка на то, как поступить. Причем поступить с учетом, вот здесь появляется то слово, опять я рамочку эту двигаю, чтобы мы это слово увидели. Кто-то из вас его произнес. Какое слово? Как поступить с учетом возможных альтернатив. Вот это очень важно для финансовых решений. Возможные разные варианты решений. Как поступить? Какая модель поведения будет наиболее целесообразной? Вот эта последняя точечка. Мы здесь акцентируем внимание на словах. Целесообразная модель поведения с учетом возможных альтернатив. Есть, да? Так, пошли дальше. Я здесь собрала несколько таких точек, которые мы можем с вами, хотите записать, хотите запомнить. Сегодняшнее представление об особенностях заданий по функциональной грамотности, в том числе по финансовой. Комплексность, что туда входит? К одной ситуации несколько заданий. Почему несколько? Потому что они разного уровня сложности. Потому что один и тот же сюжет из жизни, жизненный, реальный, мы можем раскручивать для детей на уровне их возможности работать с материалом. И к этому сюжету предъявляем задания разного уровня сложности. Проблемность. Везде у нас акцентировка проблемы, которая требующая решения. Вопрос, проблема, требующая решения. Контекстность. Вот эти жизненные ситуации, жизненные реалии, связь с жизненным нашим окружением, с реальным социумом. Личностная значимость. В каждом предлагаемом задании у нас персонифицирована информация, не только в учебных пособиях, которых вы смотрели, но и личностная акцентировка в заданиях. Уровневость, об этом уже говорили. Разные уровни сложности материала, и если комплексное задание обеспечивает разноуровневость, мы считаем его современным
соответствующим, отвечающим потребностям сегодняшнего дня. И, наконец, компетентность. Вот эти вещи, которые, помните, атланты держат небо, да? Выявление информации, анализ информации, оценка проблемы и применение знаний и понимания. Вот эти особенности заданий нам очень важны. Примеры. Посмотрите, перед вами задание, которое называется расчетная ведомость. Как представлена здесь информация? На что нужно опереться для того, чтобы выполнить задание? И лежит ли рассматриваемый вопрос в области повседневных практик учащихся? Мы сейчас с вами включаемся в повседневные практики 15-летних учащихся, потому что все примеры из исследования ПИЗа, а она у нас для 15-летних учащихся. Мы с вами понимаем, что в реальной нашей практической деятельности начинаем-то мы работать не с 15-летними, мы начинаем работать с младшими, правда? Ведем их как бы до этих 15 лет к определенным их достижениям. Но вот это материал на 15-летних. Итак, расчетная ведомость работника. Некая менеджер, и она Да. получила зарплату. Да. Только-то единиц. Угу. Слово Z – это денежная единица исследования ПИЗа. Выдуманная, вымышленная. Да, Это условный. Условная, вымышленная, выдуманная. Там страна Зетландия, там столица этой страны Зеттаун. Да, ну вот это наши Z. Видите? Итак. То есть я перехожу. С этим у меня нет флешки. Я должна буду каждый раз брать все из... Хорошо. Я на 31 июля. Вот, как почитали, и, например, Так, но мы с вами сейчас не задание выполняем, а давайте смотреть. Итак, лежит это в практике детей? Нет, не лежит. Дети не получают у нас еще зарплату. Они не получают зарплату, они не являются менеджерами, они еще не работают. Значит, эта ситуация ориентирована на их ближайшее будущее, пока еще не настоящее. Дальше. На какой элемент, да, как представлена информация? Информация представлена в привычном нам как бы разъяснительно-объяснительном, повествовательном формате, или здесь формат другой? Другой. Какой формат? Формат финансового документа. Формат финансового документа, выписка из этой расчетной ведомости. Значит, формат незнакомый, ситуация не освоена, дети должны перенести свои наработанные умения и представления для того, чтобы задание выполнить. Можно выполнить задание? Да. Нужно вспоминать что-то изученное где-то из экономики? Нет, не нужно. Что нужно? Нужно прочитать. Да, нужно уметь читать, выявить, проинтерпретировать то, что выявлено. Вы придете сейчас, Любовь Анатольевна, она будет об этом говорить, про читательскую грамотность. И нужно это применить для того, чтобы ответить на вопрос. Идем дальше. Так. Мы видим ответ 2500 Z, это если бы стали решать следующее задание. Задание под названием акции. Вопрос очень интересно устроен. У нас таких форматов мало в школьных материалах. Да? Если в том задании предыдущем вопрос был, какую сумму перечислил наниматель, вроде бы привычно к математической формулировке задач, правда, в математике. А здесь посмотрите, как вопрос. Какие утверждения верны? Обведите «да» или «нет» для каждого утверждения. Вот этот формат «да-нет», «да-нетки», он у нас как бы в каких-то других измерительных процедурах не участвует, и в школе не очень часто используется в материалах учебно-методических, да? А вот ПИЗа очень любит, потому что через такие суждения, утверждения выявляется не только отношение к тому, той или другой реальности, но и знание, понимание. Итак, график. И два утверждения. Самым лучшим месяцем для покупки акций какой был? Говорят, сентябрь, да или нет? Для покупки акций самым месяцем был сентябрь. Да, потому что там просело. Самое дешевое, значит, да. А в течение года стоимость акций увеличилась примерно на 50%. Как умеют наши дети читать вот эту вертикаль? Нет, мы видим. Вот наши с вами, как бы мы выполнили быстренько задание, но понимаем, чтобы это выполнить, что нужно деткам. Дальше. Вот эта интересная штука, которую я сейчас пропущу, я буду ее
к Ларисе Олеговне приду, буду про эти две вещи рассказывать. А в это давай посмотрим. Благотворительное пожертвование. Как представлена информация, в каком формате? Не сплошной текст. Не сплошной текст. А в каком формате? Диалог. Диалог, разговор. Да, диалог о чем? Благотворительное пожертвование. Идет разговор о том, что девушка, которой подарили деньги на день рождения, пожертвовала большую часть в фонд «Поможем детям». А что же это за фонд? Я о нем даже не слышала. Ну, я тоже не слышала, но мне позвонили оттуда. И я перечислила как бы деньги вот в качестве пожертвования. Объясните, почему делать такие пожертвования рискованно с финансовой точки зрения. Желтенький фон. Лежит ли рассматриваемый вопрос в области повседневных практик учащихся? Они же не сами лично или нет денег. Вот сейчас слово, с которого вы начали ответ, вряд ли. Оно показательно. Если раньше мы с вами говорили однозначно нет, то здесь мы говорим вряд ли. И вот эта история, когда такие вещи, связанные с людьми, которые могут представляться представителями разных благотворительных фондов, они входят в жизнь. Я не знаю, насколько они вошли в жизнь Киргизстана, но в жизнь России они уже вошли, хорошо вошли. И понимание о том, что тем более с банковской карточки не перечислять, потому что там реквизиты определенные могут попасть тому, кто мог быть, да, утечкой, и не совсем, да, представители, и не совсем такого фонда, это достаточно интересная штука, и понятно, что сегодня она все ближе и ближе к повседневным практикам наших школьников. Это второй пороговый уровень. А сам формат диалога нам показался очень доходчивым. И практически все наши задания, которые мы сейчас разрабатываем для внутришкольных мониторингов, мы составляем в виде диалогов. Практически все. Если придете на консультацию, мы погрузимся в материалы, связанные с уже нашими мониторинговыми делами, вы увидите эти диалоги. Альтернативность решений, на что вы обратили внимание с самого начала. Посмотрите два примера. Те самые помидоры на рынке, которые показывала Галина Сергеевна, их можно купить в розницу, есть цена за килограмм, можно купить ящиком, есть цена за килограмм. Но для кого-то это хорошее решение покупать ящиком, а для кого-то может быть нехорошее. Вот эти два вопроса и задаются к этой картинке. Другая альтернатива: два плана, тарифных плана телефонных услуг, один и второй, кому-то один подойдет, кому-то другой. А кроме самого этого плана мы увидим, что разные компании на разных условиях предлагают этот тарифный план. И везде у нас есть эта альтернативность. И, наконец, еще одна альтернативность – это задание 2018 года. Оно сейчас в числе открытых заданий по ПИЗе, и с ним очень интересно поработать. Называется оно «Z-велосипед». Здесь оно в формате пизовском, а в книжечке, которая распечатана, и здесь у нас для работы, мужчины ее листают, она в формате, который наши белорусские коллеги просто не пизовским экраном представили. Но представление этого Z-велосипеда есть. Посмотрите, пожалуйста, как выглядят задания ПИЗа сегодня. В Z-велосипеде 4 задания в комплексе, это комплексное задание. Первая страница, первый экран, который открывается, это не задание, это введение. А это введение дает, обратите внимание, виртуальный встроенный цифровой модуль. Можно посмотреть, как зависит конечная стоимость участия в этой программе от того, что вы выберете. Годовое участие или месячное участие. Какой будет ваша поездка на велосипеде? До часа вы будете им пользоваться или больше часа, или больше 2 часов. И вот когда вы посмотрите, как работает вся эта штука, только тогда ПИЗа будет задавать вам вопросы дальше. И там будет появиться героиня, которая считает, как ей лучше воспользоваться программой. А в 4-м задании появляется герой, у которого дорога на работу занимает иное время. И вообще иная ситуация дорожная. Он может в связи с ситуацией на дороге ехать до часа на велосипеде, а может ехать больше часа. А мы видим, что программа это больше часа дает нам другую стоимость. И задается вопрос, правильно ли он сделал, что выбрал участие в программе на год, хотя будет пользоваться 8 месяцев ею. Может быть, лучше ему было бы помесячно выбирать участие в программе. И мы должны принять ответы детей. И очень интересно, что вот эта ситуация, правильная и сделан он или неправильно, его решение было, посмотрите, в ПИЗе именно правильно ли с финансовой точки зрения. Да? А на этот вопрос можно ответить только тогда, когда мы знаем, а сколько поездок у него больше 60 минут заняло. Это мой телефон, не обращайте на него внимания, пусть звонит. Сколько поездок длилось более 60 минут. А мы не знаем это заранее.
И что тогда делает ПИЗа? Вот здесь внимание. Принимается ответ и да, и нет, но с соответствующим объяснением, соответствующей аргументацией. Вот это я прошу вас просто запомнить как подход, как педагогический подход. В заданиях на функциональную грамотность он очень важен. В заданиях на финансовую грамотность особенно важен. Жизнь нам диктует разные вещи, и когда мы говорим о рисках принятия того или иного финансового решения, мы должны предполагать определенные последствия, которые скажут нам, да, мы правильно поступили, или скажут, что ситуация так повернулась, что вот если бы выбрал другое решение, может быть, оно было бы более правильное. Но мы принимаем решение, зная об этом риске, предусматривая его, сознательно принимаем. И вот в данном случае мы именно эту ситуацию такую будничную, понятную, повседневную рассматриваем и принимаем те аргументы, которые будут говорить, что и тот, и да, можно сказать, потому что если 5 он поездок уже потратит больше часа на них, то уже окупится вот эта разница участия, годичного участия в программе. И нет, потому что можно сказать, а вдруг там будет меньше, чем 5. И тогда ему действительно выгоднее оплатить помесячно. И они оценивают равнозначно. Да, потому что идет разговор о том, что аргументы обоснования демонстрируют финансовое понимание ситуации и понимание финансовых решений. Не логика, а привлечение финансового знания и понимания. Да, мы здесь говорим о работе с информацией, о привлечении данных этого как раз продукта, этого финансового продукта. Мы пользуемся определенными вещами, которые вычитали они, извлекли, проинтерпретировали. Из этого, в данном случае, из мобильного приложения, в данном случае из условий пользования программой проката велосипедов. И, наконец, наш третий вопрос. Какие проблемы есть в формировании финансовой и функциональной грамотности в школе? Прежде всего, это недостаточное внимание к проблеме формирования функциональной грамотности. Ну, я так понимаю, что вы уже эту сложность преодолели. Главное, что сейчас нужно определенное единство требований, единство системы внутри своей школы, своей образовательной организации. В том числе и нужны, конечно, материалы, связанные с выявлением текущего состояния вещей, вопроса. Отсюда мы выходим на внутришкольные мониторинги. Вот то, с чем мы работаем сейчас в России, достаточно предметно. Далее. Дефициты в читательской и математической грамотности. Ну что, читательская касается, мы с вами уже понимаем. Да, работа с информацией, ее извлечение, ее интерпретация, оценка, ее применение. А то, что касается математической, тоже интересная вещь. Вот данные 2018 года. Около 69% российских учащихся сталкивались с определенными учебными задачами, связанными с деньгами, на уроках математики, и они продемонстрировали более высокий результат. То есть вот эти вещи у нас тоже напрямую можно проследить связь. Далее, дефициты учебно-методических материалов, разработанных и адаптированных для школьников разного возраста. Почему мы с вами пролистали эти книжечки? Мы видим, что даже для самых маленьких можно материалы разрабатывать, причем разрабатывать, которые, как вы сказали, будут вызывать определенный эмоциональный позитив и будут способствовать продвижению в финансовой грамотности. Организационные и методические трудности в привлечении материалов. Никита, кстати, говорил, трудно результаты отчетов ОЭСовских, да, бывает, представить, перевести, понять, где какие там есть составляющие. Ну и более другие материалы национальных баз можно тоже привлекать. Но самое главное понимать дефициты учащихся своего класса, дефициты студентов своей группы для того, чтобы в дальнейшем работать над преодолением этих дефицитов и повышением уровня. Далее. Диагностические материалы, диагностические работы для того, чтобы этот уровень определить. Проблема с разработкой диагностических заданий. Вы будете с этим сейчас непосредственно работать. И недостаток методики выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов. Представим, что в вашем классе, допустим, 10 детей среднего уровня, 5 человек повышенного уровня, 15, допустим, недостаточного. Как работать? Как выстраивать работу с ними, если они на разном уровне сами сейчас находятся? Но опять-таки, если придете на консультацию, дам определенные подсказочки, что можно с этим делать. А это из наших материалов. Я просто привожу сейчас примеры отдельных названий заданий комплексных, которые разработаны были в нашем институте нами, моей группой, ориентированы на разный возраст для работы на уроках и для внутришкольных мониторингов. Вот посмотрите, чем отличаются эти две группы ситуаций. Чем они отличаются? Первая группа ситуаций, если мы по названиям прочитаем, и вторая группа ситуаций. Выходит на что конкретно?
Только вторая? Первая на опыт не выходит? Но слово «опыт» вы не случайно сейчас вспомнили. Безусловно, их основная разница заключается в освоенном опыте решения финансовых вопросов. И вторая больше выходит на конкретные финансовые продукты. А первая, в принципе, она как-то в области денег, в области акций определенных и покупок, в которых дети участвуют или которые они сами осуществляют. Деньги, покупки, семейный бюджет и финансовая безопасность. Вот эти 4 основные области мы тянем с основной школы, и в 5 классе, и в 6 классе еще их держимся. С 7 класса наращиваем определенные другие тематики, которые выводят нас на новые, освоенные ими социальные практики решения финансовых вопросов. Еще раз напоминаю, необходимость решения жизненных проблем. И вот здесь посмотрите, то, что мы часто недооцениваем, что дает нам финансовая грамотность, чему она нас учит. Вот представьте, что детям нужно сейчас сохранить какую-то денежку, которую им подарили, для какой-то своей цели. И они думают, как лучше это сделать. У них первична задача, первична жизненная проблема. А для того, чтобы найти, как лучше это сделать, они будут читать те материалы, которые мы им в задание вставляем. Можно так, инструкция, информация, можно так, можно здесь, да? Прочитают, будут выбирать, что подходит для какого-то героя, для какой-то семьи. Посмотрите на логику подачи материала. Логика у меня в заголовке этого слайда. Ну что же мне здесь с этой рамочкой? Опять я ее сейчас спущу, постараюсь. Нам важно понимать логику, которая реализуется в учебном процессе. От проблемы к знанию. Не просто от теоретического какого-то материала, который кто-то заложил в программу, мы эту программу реализуем. Да? А от той реальной проблемы, с которой ребенок столкнулся, которая для него актуальна. Вот понимая, что ему нужно ее решить, он ищет какие-то определенные информационные кусочки, сюжеты, массивы, складывает, оценивает, что говорят другие, отсюда диалоги у нас в заданиях и их роль. И вот эта работа с такой информацией дает ему знания и дает ему возможность решить задачу. И отсюда продвижение по нашим комплексам от первого задания до последнего обеспечивает интериоризацию ребенком определенного знания, определенного материала. Отсюда видение нами заданий, которые мы даем, не только как оценочных, но и как каких еще. Подберите слово. Есть практически еще какие. Давайте-ка мы включаемся. Мы почти пришли к концу нашего материала, который подготовили. Если ребенок, выполняя комплексное задание, осваивая информацию, которая ему предъявляется, решая один вопрос за другим, продвигается, например, от 1 к 5 вопросу, осваивает это знание, использует его для того, чтобы определенные решения сформулировать и принять. Как можно назвать вот этот комплекс? Будет ли он играть только функцию оценки? Какие дидактические функции начинает играть это комплексное задание? Он начнет анализировать. Да. Дальше. Применять уже знания. Так, накапливать знания, применять. Он учится, вы сказали 2 раза это слово. Значит, какую роль играет? Обучающего. Спасибо. Вы это сказали, не я, обратите внимание. Значит, мы сейчас с вами делаем вывод о том, что задания, которым нас учит ПИЗа, и которые ПИЗа применяет для функции оценки, нами в нашей учительской повседневной практике применяются с другой задачей. С какой задачей? Обучающими. У нас эти задания становятся учебными, обучающими, формирующими. Они-то и формируют ту самую искомую нами функциональную грамотность. По крайней мере, наши по финансовой грамотности можете проверить. Дам ссылки на наши ресурсы и на то, что первое, то, что делает моя группа, это мы не обращаемся, еще раз говорю, ни к какому учебнику, а сосредоточено внимание ребенка, учителя, группы детей класса на ту информацию, которая привнесена в само задание, в сам комплекс. И опора, конечно, на социальный опыт, на определенные уже доступные возрасту реальные практики социальной жизни. Да? Значит, уроков, да, вот как это вообще? Давайте мы это оставим на 3-4 день. Мы поставили 1,5 часа работы по внеурочной деятельности. Давайте копите вопросы туда, потому что где у нас пространство и как можно работать, расскажем, рассмотрим на следующем
Да, я вижу, но я уже приблизилась к концу. Я пытаюсь, спасибо за то, что вы тоже следите за этим. Мы с вами почти закончили. Посмотрите, у нас сегменты образовательного пространства. Кстати, ваш вопрос про урок. Слайд мой, видите, как мы подошли вместе. Мы говорим о том, что эти задания можно встраивать в урочную деятельность, в классные часы. Можно проводить ролевые деловые игры с ними или на их основе. Вообще их, поскольку они у нас написаны в форме диалога, вы очень хорошо инсценировать. И можно организовывать занятия в рамках неурочной деятельности. Вот наши книжечки на столе, да, там написана серия внеурочной деятельности. И, наконец, вот тот самый вопрос, который я поставила вам в начале. Помните этот шуточный вопрос? Но, тем не менее, исходя теперь из всех наших представлений, которые мы услышали, увидели, прочувствовали, произнесли, почему все-таки, когда мы оцениваем ответ ребенка по финансовой грамотности, по материалам, разработанным на методологии ПИЗы или по открытым заданиям ПИЗы, корректнее сказать, ответ принимается или ответ не принимается? Почему? Потому что можно ответ да, ответ нет, и тут правильно. Зачастую, не всегда, но зачастую, да. И он умеет это аргументированно, ну, обосновать, почему он так выбрал этот ответ. И если он информацию правильно извлек из текста, то мы принимаем этот ответ. А еще, знаете, ПИЗа иногда, у меня есть так шкала, которая не дихотомическая, дихотомическая принимаем, не принимаем, а политомическая шкала частично принимаем. Да, вот так тоже она в ряде заданий ПИЗа это использует, мы тоже такую шкалу применяем и к своим материалам. И интересно, что вот это частично принимаем, дает нам возможность оценивать отдельные элементы, которые ребенок демонстрирует. И вот это как раз база, чтобы работать над уровнем. Да, частично работать над уровнем, стараться вот это аспектную частичную демонстрацию превратить в устойчивую полную. Если мы это фиксируем, то это может лежать в нашей разноуровневой работе. Посмотрите, как мы уложились во время. Я очень рада, как мы работали. Вам спасибо большое за вашу работу.